предыдущих сериях. Валентин Иванов. Хвостун, подхалим, идиот. И самое главное, он мой враг. Между нами все кончено. Видеть тебя не хочу. Сектор шанс на барабане. Какая же ты все-таки скотина, а? Чего-чего? Говорю, скотина ты! У вас задолженность по 6 предприятиям из 7. Что? Что мне делать? Как мне быть? Ну вот, прошло 3 месяца. Мои финансовые дела находятся сейчас не в самом лучшем положении. Но это, конечно, временно. Кстати, вот сделали перестановку в кабинете. Где-то прочитал, что все должно стоять по То есть по фэншую? ну да, по феншую. Кстати, познакомьтесь, это мой новый заместитель Алексей. А я сейчас работаю на второй работе. На роскошь денег не хватает. Устроился управляющим ночной смены круглосуточного ресторана. Вот, пока такие новости. Кстати, вот это вот нарисовал Тускол. Странный у него вкус. Ну ладно, мне пора идти. Алексей, надо отчет сегодня обязательно доделать. Так что работайте, пока не закончите. Понял? Я вас понял, Герасим Николаевич. Я новый заместитель в этой компании. Это очень серьезно и ответственно. Я могу увольнять людей. Герасим Николаевич поручил мне задание, и я должен его выполнить. Это вам не шутки. Что у меня нового? Да, в принципе, ничего. Работаю здесь, как видите, до сих пор. Что еще? На Диму забила. Я поняла, что он не в моем вкусе. Ну, в принципе, все. Девчонки, рок-н-ролл. Летаю между дотой и танками. Здесь работаю. Не жизнь, а сказка. Прошло уже 3 месяца, как ты рассталась со своим парнем. И я боюсь сделать первый шаг. Мне кажется, она скажет нет. Вы можете говорить. Ага. Все круто, как всегда. Вся в долгах. Но у меня есть вторая крутая работа. А еще и там Герасим Николаевич работает со мной. Он и там мой босс. Получается, он вдвойне мой босс. Ну да, я забыл про это сказать. Так получилось, что Айте нужна была помощь. Тоже она в долги попала, как я. А я вслух сболтнул, что нашел вторую работу. А она, как услышала, сразу набросилась на меня с просьбой, чтобы я ее взял на работу. Но это не в суть важно. Алексей, привет. Классный галстук. Спасибо. Привет. Кстати, Айта, ты можешь идти? Герасим Николаевич ждет тебя. Ладно, окей. Всем пока. Внимание, коллеги. Подчиненные. Минуточку внимания. Сегодня мы должны закончить отчет. Приказ сверху. Так что сегодня сидим, пока не закончим. И до скольки нам работать? Я же сказал, Надя. Пока не закончим. За работу. Ах да, я совсем забыла сказать про этого прыща. Я, конечно, сдержан в своих комментариях, но тут я полностью согласен с Надей. Не нравится он мне. Когда нет Герасима Николаевича, я здесь главный. Властелин мира и закона, серп и молот. Что я могу сказать про коллег? Мне кажется, я им нравлюсь. Такой же у меня вид. Вызывает доверие у людей. Да.
дела, босс? Нормально это. Я вас хотела еще раз поблагодарить за то, что вы меня сюда взяли. Ну, ты была очень настойчива. Ну, так говорят, ага. Но правда этого сама не замечаю. Айта, Ага. может ты вернешься на свое рабочее место? Слушаюсь, босс. Да. Герасим Николаевич, тут клиент недоволен, хочет управляющего видеть. Хорошо, иду. Здравствуйте. Меня зовут Герасим Николаевич. Я управляющий этого ресторана. Чем я могу вам помочь? Нет, все хорошо, просто меня не устраивает то, что вы мужчина. Я вас не понял. Что вы имеете в виду под этим? Понимаете, я считаю, что мужчины не должны занимать руководящие должности. С вашей агрессией и недальновидностью вы недалеко ушли от неандертальцев. От вас никакой пользы. Столько войн произошло по вине мужчин. Вы со мной согласны? Или хотите поспорить? Вы абсолютно правы. Я с вами совершенно согласен. Да к тому же вы очень умная девушка. Можно ваш телефон? Радует. Вот, пожалуйста, держите. Спасибо. Спасибо. И до свидания. До свидания. На самом деле, я с ней полностью не согласен. Просто на мне эта форма, а форма обязывает соглашаться с клиентами. Когда я домой приду, сниму эту форму, я позвоню ей и докажу ее неправоту. Как говорится, «Шерше ля фам». Мне нужно в мужскую комнату. По городским делам. Полезная информация. Знаю. Всегда считал фразу «сходить по маленькому» неэтичной. Мне кажется, по городским делам звучит лучше. А если твои городские дела перерастут в нечто большее, как это будет звучать? По государственным делам. Ведь государство у нас большое, а города маленькие. Воу-воу-воу! Алексей, а не кажется ли вам, что вы уже распространяете государственную тайну? Спасибо, Дима. Я об этом не подумал. В общем, мне надо выйти. Походить. Бесит! Блин, он меня одну бесит! Мне что ты предлагаешь? Он же типа главный. Ой, да пошел он! Слушайте, давайте его просто игнорить. Вот он будет к нам обращаться, мы будем сидеть молча. Так сказать, выведем его из себя. Всех же он не уволит. Ну так что, Тусков? Ты с нами? Ну ладно. Не получилось походить. Там уборщица запретила ходить. Это, обслужи второй стол. Секунду, босс. Добрый день. Какая вы красивая. И сережки у вас классные. Меня зовут Айта, я буду сегодняшним вашим официантом. Вот меню. Хорошо, спасибо. А меню пускай пока полежит. Я буду готова сделать заказ, когда подойдет мой молодой человек. А пока можно воды, пожалуйста? Отличный выбор. Вода у нас самая вкусная в городе. Для лучших клиентов. Солнышко! Ой, Саш, привет. Я заказ сделала. А это? Вы что, знакомы? Не, я вот просто по бейджику прочитал. Хорошо. Я пока пойду носик припудрить, ты закажи. Хорошо, беги, солнышко. А можно, пожалуйста, 2 фирменных стейка и самый дорогой чай? Саша, блин, ты не узнал, что ли, меня? Почему не узнал? Узнал? Вот. Видать, у тебя деньги появились. Новую работу устроился?
Да почему же? Просто сегодня такой удачный день. Ставка моя сыграла. А ты, я вижу, работу сменила. Да уж пришлось на дополнительную работу устроиться, чтобы твои долги закрыть. Ну, понятно. Подчиненные, на каком этапе отчета вы сейчас находитесь? Понимаю, вы все в работе. Ничего не говорите. Это похвально. Продолжайте. Мое предположение подтвердилось. Коллеги действительно меня уважают. Вы посмотрите, как они работают. Даже ни единого слова за 2 часа не произнесли. Я добился сверхвысокой продуктивности. Такого даже при Герасиме Николаевиче не было. А ведь он руководит здесь уже 7 лет. Я очень горд вами. Вы так быстро признали во мне лидера. А я, в свою очередь, хочу выделить у вас качество непрекословного повиновения. Вы радуете меня, как радуют обезьянки своего дрессировщика. Обезьянки? Ты сравниваешь нас с обезьянами? Правильно, Надя. Обезьянки очень коллективные животные. Это большой комплимент. Комплимент? Сейчас я тебе скажу комплимент. Слушаю. Мне очень нравится комплимент. Ты самовлюбленный, нудный и самый отвратительный человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни. Мне надо выйти, походить. Как ты, это? Герасим Николаевич, у меня все круто, все отлично. А если честно, не так все и круто у меня. Все плохо. Парень, которого я очень сильно любила, меня предал. А сейчас я узнала то, что пока я работаю на 2 работах, у него появилась новая девушка, и он вовсю разбрасывается деньгами. Ну как после этого можно верить парням, а? Я очень сильно разочаровалась в парню. Ну, это жизнь, а это. А жизнь, она сама по себе нелегкая штука. Вот у меня была мечта стать мэром. Пошел на выборы, проиграл, потратил кучу денег, чуть не обанкротился, с женой развелся, репутацию испортил. Но я не падаю духом, потому что я мужик, а ты девушка. Да ладно, забудь про мужика. Но я не падаю духом, несмотря на то, что мне уже почти 40 лет. А ты молодая, настойчивая, красивая, настойчивая. А что этот парень? Я видел его, я стоял рядом с ним. Не стоит он тебя. Воспринимай это как урок жизни. Вспоминай этот случай в следующий раз, чтобы не повторять больше подобных ошибок. Один раз может ошибиться каждый. Второй раз ошибается только идиот. Но на выборы я все равно пойду. Потому что это мечта. А за мечтой не последует только идиот. Ну ладно, это. Ты передохни, покушай, а я тебя прикрою. Спасибо, босс. Герасим Николаевич, за этим столом гость. А, хорошо. Да, ладно, все понятно. Скоро буду. Поужинать, заехал. О, Герасим, здорово. Что здесь делаешь? Валентин, да я тут ужинаю. Вот за меню ходил. Ужинаешь, говоришь? Ага. Ладно. А где официант? Я уже тут полминуты жду. А ты это, вот мою возьми. Я себе уже выбрал. Сейчас пойду руки помою только. Ладно. Петя, подойди сюда. Обслужи вот этот 13-й стол. Я не могу, у меня куча заказов.
О, Герасим. Чё, где мой официант? Я так-то заказ хочу сделать. Ты знаешь, я тут напрямую пошел заказывать. Тут у меня знакомый повар работает. Давай я тебе тоже закажу. Мне не тяжело? Давай, записывай, записывай. Надя, тебе не кажется, что ты с ним слишком жестко? Жестко? По-моему, наоборот. Тускул, ты как считаешь? Ну, так-то он вообще ничего плохого нам не сделал. Понятно, нашла кого спросить. В смысле? Я забыла, что ты не способен на смелые поступки. Ты даже Айту не можешь третий месяц позвать на свидание. Откуда ты? Господи, да слепой бы уже заметил. Да? А это тоже, да, знает об этом? Подождите, подождите. Еще раз. Тускул, тебе это нравится? Вот это поворот. Что-то я этого не заметил. Хотя я считаю, что в этих вещах разбираюсь. Я всегда замечаю, если кто-то кому-то нравится. Я тут подумал, мы ни разу не отдыхали вместе. Как вы смотрите на это? Вот это уже другой разговор. Ну, я так-то не пью. А, да? Так бы могли вместе отметить. Я бы тебе дал пару советов, как с этой действовать. Ну, тогда можно. Надежда, ты с нами? Ну ладно, все равно уже хуже не будет. Когда моя мама ловила моего отца на измене, он решал эту проблему неожиданным праздником. Мне он покупал сладости, а маме цветы и ее любимое шампанское. И мы всегда его прощали. 13 годами я заработал ожирение 3 степени, а мама чуть не стала алкоголичкой. Отец ушел от нас. И слава богу. Валентин, там это самое, просили передать, что твой заказ будет готов через 5 минут. И еще просили извиниться. Ладно, ладно, спасибо, Герасим. Слушай, мне тут только идти надо. Ты передай, пожалуйста, чтобы они завернули с собой. Ладно, не проблема. Мне как раз сейчас в ту сторону идти за своим заказом. Ладно, подожди, кстати, передай, пожалуйста, скажи без сдачи на кассу. Хорошо. И это еще. Это тебе, так сказать, за хорошее обслуживание. Ты бери, бери. Они тебе понадобятся для предвыборной кампании. Хороший бейджик. Ладно, мне позвонить надо. Скажи, чтоб заказ вынесли в холл. Вот это за 13-й столик. Вот вы где, Герасим Николаевич. А я вас искала. Что-то случилось? Меня зовут? А, нет, нет, там все отлично. Я хотела сказать, что я отдала заказ Валентину Иванову и случайно подслушала вашу беседу. А, ты про это. Да не обращай внимания, ты все равно ничего не поймешь. А вы расскажите, я всегда все понимаю. Да? Ну вот, у тебя есть враг? Враг, который моложе тебя, успешнее. Враг, который никогда не упустит момент унизить тебя. Вы о чем? Да разве ты не видела сейчас, как он унизил меня своей подачкой? Наверняка мысль о том, что я сейчас в таком положении, радует его. Герасим Николаевич, вы не кажетесь униженным. Вы же не падаете духом и не убегаете, а просто решаете свои проблемы, как настоящий мужчина. А это немногим способен. Да? Конечно, да. И вообще, я ваш фанат. Я всегда буду рядом с вами. И на предстоящих выборах буду в первых рядах в числе ваших избирателей. А теперь хватит грустить, ведь завтра будет новый день, а сегодня это сегодня. Спасибо, Айта. Тут что-то холодно, ты не замерзла? Давай ты зайди вовнутрь, а я сейчас подойду. Давай. Хорошо, Герасим Николаевич. Вот и мы с ним идем, короче, и видим то, что... Молодой человек! Да? Я менеджер вот этого ресторана. Надеюсь, вы приятно провели время у нас? Да, очень хорошее заведение. Да. Мы еще придем к вам. Я очень рад, что вам понравилось.
Можно ваш номер телефона? Для отчета. А, ну да, конечно, записывайте. Давайте. 8984 102. Бить я его, конечно, не буду, но то, что он не прав, докажу. Вот так, собственно, Герасим Николаевич и взял меня на работу. Меня также. Алексей не такой плохой, как я думала. Я бы даже сказала, он нормальный. Да-да, вполне по-мужски проставился. Я люблю эту, я люблю ее. Этому больше не наливать. Где телефон? Сейчас позвоню. О, не надо горячиться. По крайней мере, точно не сегодня. Подчиненные. В общем, я поехал домой. Завтра без опозданий. В смысле домой? У нас же отчет, его надо доделать. А отчет я уже сделал. Еще утром. А вас оставил так. Для профилактики. Завтра без опозданий. А это... Как вам всем известно, с завтрашнего дня я выхожу на вторую работу. Заместителя я уже нашел, настоящий профессионал, хороший человек, ну и джентльмен. Герасим Николаевич, а у вас там есть вакансия? Ну, так-то есть. Возьмите меня на работу, а? Возьмите. Ну, подождите, во-первых, там не я решаю, во-вторых, спросить же надо. Спросите. Вы же точно спросили, да? Давайте. Я буду ждать ответа. Алена. Герасим Николаевич. Ну что там насчет моей работы, а, Герасим Николаевич? Вы спросили? Возьмите меня к себе на работу. Босс, я стану лучшим сотрудником. Честно. Да подожди ты, не ори. Там процесс идет. Люди в курсе. Босс, выяснилось насчет моей работы. А когда мне выходить? А когда выйдем, мы будем на одной смене работать? Босс. А это я на встречу опаздываю. Давай потом созвонимся.